Добрый день, коллеги. Мы рады вас приветствовать в пресс-центре РИА Новости Крым. Мы сегодня работаем в формате видеомоста, поэтому мы приветствуем наших коллег из солнечной Абхазии. Нал, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Нас слышно, видно хорошо? Да, все слышно. Замечательно. Рады вас слышать. Тогда предлагаю начинать. Наша сегодняшняя пресс-конференция посвящена основным направлениям развития круглогодичного туризма в Абхазии и в Крыму. Небольшая информация для наших крымских коллег. Мы ведем прямую трансляцию ВКонтакте на официальной странице РИА Новости Крым. Под видео в комментариях можно оставлять свои вопросы. Мы их также в ходе пресс-конференции будем озвучивать, представив журналиста и СМИ. Итак, Крым и Абхазия развивают сотрудничество в сфере курортов и туризма, тесно взаимодействуют в научной деятельности, реализуя самые разные совместные проекты. Уже сегодня ведется работа по созданию региональных брендов, поиску решений по восстановлению оздоровительного туризма в республиках, разработке долгосрочных планов в сфере развития внутреннего туризма. В ходе пресс-конференции мы поговорим о том, насколько тесно развито сотрудничество крымских и абхазских ученых, как организован научный обмен между Крымом и Абхазией и какие достопримечательности могут быть интересны как одним туристам, так и другим. Мне осталось только представить наших сегодняшних участников, которые собрались на площадке в Симферополе. Председатель отделения Русского географического общества в Республике Крым, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин. Геннадий Викторович, здравствуйте. И доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев. Игорь Борисович, мы вас также приветствуем. Инал, передаем слово вам. Представляете спикеров, которые собрались на вашей площадке. Да, спасибо, дорогие коллеги. Представлю наших гостей. Это председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Михайлович Читанава, президент Абхазского союза туризма Анна Калягина и руководитель клуба начинающих спелеологов города Новый Афон Алхаснер. Коллеги, рад вас приветствовать. Спасибо, что участвуете в нашей дискуссии. Я передаю слово коллегам в Крым. Спасибо огромное. Давайте, наверное, Геннадий Викторович, начнем с вас, потому что ваша деятельность тесно связана не только с Крымом, но, как оказывается, и с Абхазией. У нас в марте этого года было подписано соглашение с туристической сферой. Еще раньше, в 2021 году, у нас была разработана и согласована целая программа, рассчитанная до 2024 года, куда входят также вопросы развития совместного туризма. Но я так понимаю, что на этом научное сообщество не заканчивает свою деятельность, и она намного глубже, чем 2021 год. Давно уже сотрудничаете. Что удалось за это время сделать? Чем помочь коллегам? Чем коллеги из Абхазии уже помогли Крыму? Еще раз хочу поприветствовать Савелия Михайловича. Мы достаточно давно знакомы. Рад видеть вас. Действительно, очень давние связи между Крымом и Абхазией. Если то, что мы сейчас рассказываем, 2021 год, соглашение на уровне правительств, это очень важно. Но есть еще и народная дипломатия. Народная дипломатия – это только когда мы приезжаем, крымчане приезжают в Абхазию, абхазы приезжают к нам. Это как раз та история, которая длится уже десятилетиями. Я первый раз приехал в Абхазию после войны в 1999 году. То есть как раз только когда стали впервые запускать возможность было поехать в Абхазию с 1999 года, я вот каждый год по 1, 2, 3 раза приезжаю в Абхазию на постоянной основе. Конечно, возникли давние связи, хорошие взаимоотношения и с научным сообществом, со спелеологами. У нас были и хорошие моменты, к сожалению, были и трагичные, когда приходилось участвовать в спас-работах. Но если мы сейчас говорим о развитии туризма на сегодняшний день, на последний год, хотелось бы отметить, что вот мы с Савелием Михайловичем в прошлом году начали реализовывать такой интереснейший проект по водной, можно назвать так, водной безопасности Республики Абхазия. Был проведен эксперимент по трассированию подземных вод на массиве Арбаика. Это один из высокогорных массивов, карстовых массивов
Абхазии. И подобная работа проводилась последний раз лет 40 назад. То есть за последние 40 лет такие работы научно не проводились. Мы сделали окрашивание подземных вод в глубочайших пещерах массива Арбаика. И сделано было около 17 ловушек, поставлено по периметру массива, в которых принимали участие, в сборе этих ловушек принимали участие абхазские коллеги. Академия наук Абхазии, безусловно, помогала нам. И по результатам уже этих работ выявлено пути движения, пути прохода подземных вод в глубинах массива. И в январе, и в мае этого года были найдены новые крупные пещеры, целая серия крупных пещер, обводненных пещер недалеко от города Гагры, над Гаграми, на высоте около 500 метров над уровнем моря. Мы как раз вопрос тоже коснемся, я думаю, сегодня этого вопроса. Мы, памятуя, что корректно, правильно называть пещеры, именно согласовывая с коллегами из Абхазии, мы пока давали просто кадастровые номера там, по имени поселка, который был когда-то там на этом месте вот этих пещер, назывался Джарнас. Джарнас 1, 2, 3, 4, 5, то есть там, до 20 мы называли без названий, без придания названий. И мы обратились к Саверию Михайловичу, чтобы они проработали, какие можно давать названия, какие корректно давать названия этим пещерам. Это новые географические объекты. Мы знаем, что возникали некоторые сложности трения с спелеологами, которые еще, может быть, не совсем корректно называли, не придавали географические названия, топонимику придавали в географии, в Абхазии, чтобы они были абхазские названия. И это тоже один из аспектов, который стоит обсуждать, безусловно. Ну и очень важно понимать, что вот эта река, река Репруа, которая является одним из источников, крупнейших источников, который питает массив Арбаика, она питает город Гагры. Гагра питается безопасно, все, водозабор охраняется, все хорошо, но мы не знаем, вопрос безопасности тоже очень важно. Мы до конца еще на 100% не знаем, где какие пещеры входят в эту гидросистему. Как сделать так, чтобы было безопасно, и вся нитка этой гидросистемы от усова пикоспелеологов, Арбаики, Орта Балагана до Репруа, чтобы это все было чисто, экологически чисто, чтобы не было никаких попаданий в эту гидросистему, чтобы вода приходила чистая в Гагры, и в другие, конечно же, регионы. Научное сотрудничество не ограничивается только с пещерами и спортивными пещерами. И у нас есть предложение, и я знаю, что мои коллеги встречались, я в это время был в Москве на фестивале РГО, мои коллеги встречались с президентом Абхазии, в том числе именно по спелеологии. Было предложено вариант создания крупного пещерного кластера в районе пещеры Мчишта. В районе пещеры Мчишта, Черная речка, пещера Апша или П1. Тоже крупные галереи, которые в принципе могут быть сделаны по принципу, как вот пещера Новоафонская. Там огромные галереи, которые недалеко от поверхности, которые, в общем-то, этот вопрос обсуждался с коллегами, с президентом, прежде всего обсуждался, с его помощником, с администрацией. Вопрос прорабатывается до сих пор, я не знаю, конечно, до конца ответов всех, но, возможно, там еще работа ведется. Ну и еще один момент хотел бы затронуть, это вопрос безопасности. Очень часто люди, отдыхающие, приезжая в Абхазию, думают, что они попадают в рай, и ничего с ними случиться никогда не может. И мы знаем, какие бывали трагические случаи, совсем трагические случаи, когда люди погибали по разным причинам, не только в пещерах. Просто пошли, зная абхазское гостеприимство, люди не всегда могут себя контролировать. Бывают трагедии и на море, и в горах, и просто там на дорогах. Насколько это может быть безопасно, это не только зависит от абхазской стороны. Это даже, скорее всего, вопрос культуры воспитания людей, и это наша забота. Когда мы приглашаем туристов из Крыма в Абхазию, мы должны делать элементы просвещения, рассказывать, как обезопасить себя, что нужно не просто что всегда есть элемент опасности. Всегда есть элемент опасности, нужно соблюдать некие правила, которые годами воспитывались и написано, как говорится, эти правила кровью. То есть мы должны это тоже соблюдать. И безопасность, мы неоднократно встречались с министром МЧС и с коллегами с МЧС. Это серьезная проблема, поэтому я надеюсь, что мы сможем помочь именно в воспитании и в рассказе, как правильно вести себя при поездках, на дальних поездках. Спасибо. Геннадий Викторович, давайте тогда хотя бы немножко пунктов осветим. Какие пункты могут быть в этих брошюрах, памятках? Что должны знать люди, которые отправляются на Сухум? Вы знаете, я думаю, что самое главное все-таки здравый смысл. Все не пропишешь. Понятно, мы все понимаем, что нужно мыть руки с мылом, да, и все. Это тоже очень важный вопрос, потому что может быть и влажно, жарко, могут возникать кишечные заболевания. То есть нужно соблюдать гигиену.
люди не всегда это воспринимают правильно. То есть нужно понимать, что если ты находишься на отдыхе, то ты должен соблюдать, если ты идешь в пещеры, то должен соблюдать все меры безопасности, перестраховывать все там свои карабины и усы. Да? Если ты купаешься, то ты должен понимать, что можно в конце концов утонуть. То есть нужно не рекомендуется нетрезвым человеком заходить в море. То есть эти все, это главный здравый смысл. Просто об этом объяснять и понимать, что все-таки это опасно. Ты понимаешь, что когда приезжаешь, вроде как на отдых, и ты, как говорится, люди отрываются, да, такое в кавычках, конечно же. Чтобы этого не было, чтобы люди все-таки в голове имели, как говорится, царя в голове, да, что если ты имеешь царя в голове, то все получается. Это вот все-таки самое важное. Расписывать по деталям, как пишет инструкция к стиральной машинке, мы такого не будем. Это не совсем правильно. Такого все не предусмотришь. Индивидуальный подход. И все-таки мы ограничиваемся, когда говорим о сотрудничестве между Крымом и Абхазией, только пещерами, или мы можем сотрудничать еще в других сферах? Потому что мы понимаем, что природа уникальна как у нас, так и в Абхазии. И горы, озера, море то же самое. Чем мы еще можем быть полезными друг другу? Или мы уже как-то работаем в этой сфере? Безусловно, работаем. Вот буквально совсем недавно вернулась наша коллега, заведующая кафедрой туризма Крымского федерального университета. Она проводила прием экзаменов в аспирантуру в университете в Абхазском ВАГУ. И это научное сотрудничество именно по туризму. Есть уже совместные маршруты, которые Крым направляет целыми автобусами в Сухум, по всем местам, и Рица, в общем, по всем местам направляют автобусы. То есть туристическое сотрудничество, это просто как обычные туроператоры. Но и есть идея создания новых туристических кластеров, которые завязаны на историческом туризме. Исторический туризм, может быть, не совсем развит. Вот у нас в Крыму как-то он уже есть, больше развит. Может быть, мы можем поделиться историей, потому что в Абхазии огромное количество исторических мест. О них рассказывается попутно, но теоретически это можно выделить в отдельный туристический маршрут или маршруты. Такое же есть, если говорить про подземные объекты, замечательные искусственные объекты. Это каменоломни, вернее, шахты, которые находятся там в Порчеле. Там тоже интересно посмотреть. Многие рассказывают так в сети где-то, но целенаправленных маршрутов таких особых нет. То есть все равно абхазская, я насколько знаю, что туроператоры очень активно приглашают людей путешествовать по Абхазии. И маршруты разнообразные, но их можно объединять в отдельные тематические экскурсии. Они для многих будут интересны, тематические экскурсии, литературные экскурсии, исторические, потом, может быть, связанные с фамильными историями, да, с этническими, с этносом. Это очень все направления. Пока, может быть, до конца еще, всегда есть к чему развиваться. Как и в Крыму тоже. До конца у нас сейчас тоже самое главное, что это вот море. А вот остальное мы только-только начинаем раздвигать эти горизонты, чтобы все работало. Я думаю, что нашим коллегам из Сухума будет интересно послушать, что мы можем предложить, потому что мы все-таки больше сейчас об Абхазии говорим и забываем, что у нас у самих очень много достопримечательностей, которые вызвали бы большой интерес и у туристов из Абхазии. Кто может? Наверное, Борисович. Игорь Борисович. Да, хочу поприветствовать также коллег с той стороны нашего телемоста. То, что касается нашей основной проблемы, да, действительно в Абхазии и в Крыму есть ярко выраженный сезон. И проблема эта является такой достаточно актуальной в последнее время. И основная идея – это пути и факторы, да, преодоления этого сезона. Как сделать так, чтобы поток туристов был устойчивый и в несезонное время. Нужно понимать, что сейчас, в принципе, Крым, такая часть Абхазии, является центром притяжения купально-пляжной рекреации. Это главное, за что любят Крым и за что любят Абхазию. Это прекрасные пляжи абхазские, это прекрасные пляжи наши, но этого недостаточно для того, чтобы развивать межсезонный туризм. И здесь есть несколько путей, которые и также в Крыму развиваются. Да? Это основная идея, это создание таких якорных туристических центров притяжения, где на основе купально-пляжной рекреации вне сезон будут создаваться какие-то комплексы или, скажем так, рекреационные комплексы с бассейнами, со СПА-процедурами и так далее. То есть привязывая к купально-пляжной рекреации, пытаясь ее немножко продлить. Да, это такой момент. Затронут был момент Геннадием Викторовичем по поводу региональных брендов. У нас есть замечательный пример, который можно брать и использовать в Абхазии. Это знаменитая наша Севастопольская тропа.
Вот. И по горным территориям Абхазии вполне возможно создать подобные экологические, туристические, просветительские тропы на уровне именно бренда, именно с качественным брендированием. И этим опытом наши специалисты готовы в любой момент поделиться, они открыты всегда для сотрудничества, это не какая-то закрытая информация. И вот такие направления, это первое, вот, продвижение, немножко продление купально-пляжной рекреации, создание региональных брендов, центров якорного притяжения. И вот второй, такой более обширный вопрос, который, наверное, стоит отдельно обсудить, это возрождение и немножко переосмысление оздоровительного туризма, как в Крыму, так и в Абхазии. Инна, передаю слово вам. Возможно, ваши спикеры хотят или дополнить, или что-то свое высказать по поводу, чем два региона, две республики могут быть полезны друг другу. Спасибо, уважаемый Савелий Михайлович. Ваш коллега упомянул изучение подземных вод, совместная, да, научная работа, которая проводилась. Как вы прокомментируете, в первую очередь, значимость этой работы для Абхазии? И второй вопрос, это вот также ваш коллега упомянул, да, Мчищу, и насколько в будущем это может стать центром притяжения, равным Новоафонской пещере, на ваш взгляд? Спасибо. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Геннадий Викторович. Вы совершенно справедливо, начиная, сказали, что между нашими правительствами есть достигнуто соглашение, которое время покажет, как оно заработает. А работать уже оно начало. Но при этом, чтобы сопроводить эти договоренности, эти соглашения в жизнь, конечно, необходима народная дипломатия. А народная дипломатия, она по большому счету будет связана с тем, как будет организован туризм. Ибо туристом может быть, начиная от мала до велика, различных специалистов и так далее. Общаясь между собой, соответственно, и рождаются различные новшества, различные мысли и так далее. Геннадий Викторович, вы затронули изучение спелеопещер на территории Абхазии. Как известно, Абхазия насыщена, ввиду того, что основные массивы горные, как Бзыбский, Гагрский, они насыщены известняками, и потому карстовые пропасти в огромном количестве. Говорить об их изучении, что это изучение завершено, пока не приходится, может быть, это к счастью. Но то, что уже исследовано, и то, что уже известно всему миру, хочу сказать, что первые 4 первых мест, то есть самой глубочайшей пещеры в мире, сосредоточено на Гагрском хребте. И, Геннадий Викторович, как никто другой, вам известно, вы человек, который спускались и достаточно, может быть, достигли дна, я не знаю, но и тем не менее вы имели счастье бывать там и проводить свои научные изыскания. То, что гидросистема Арбайки или карстовых пропастей Гагрского хребта имеют различные выходы на низменности, то это совершенно справедливо. Но при этом, конечно, надо сказать и о том, что насколько мы сможем защитить различные пропасти от посторонних проникновений, настолько мы получим на выходе абсолютно чистую гидрокарбонатную воду. Но здесь кроется еще одна, к сожалению, не дай бог тому быть, но если эта охрана, если эта безопасность не будет обеспечена в должной мере, то это может вылиться в различные, в наш неспокойный мир, в различные какие-нибудь явления.
Я не хочу назвать конкретно терроризм там, и так далее, но и тем не менее всего этого исключить, конечно, нельзя. Относительно наших взаимодействий, относительно наших совместных изысканий, да, благодаря тому, что Геннадий Викторович, ваша и российская группа спелеологов ежегодно приезжают к нам, и они проводят свои изыскания на месте, это дает нам большой материал, за что, конечно, мы благодарны. Но при этом хочу подчеркнуть, к сожалению, до войны у нас в Абхазии была развита достаточно спелеогруппа, которые занимались теми вопросами, которыми вы занимаетесь. Но идет возражение, хочу вас обрадовать. Здесь вот у нас в студии присутствует молодой спелеолог, который организовал и начинает действовать. И вполне возможно, что в одних из ваших экспедиций будут принимать участие или он непосредственно, или его ученики. Что касается пещеры в Оклюзем-Чишты, здесь вопрос, общаясь с вами, я говорил, это вопрос очень сложный. Во-первых, как по тому, как попасть в пещеру, какие сложности вы знаете, да? Там Ваклюз, который протянуто до 50 метров, или, вернее, глубиной 50 метров на расстоянии 200 метров. И организовать на таком месте, организовывать на таком месте спелеотуризм, я думаю, что это, ну, время покажет. Для того, чтобы проводить, а это, конечно, надо проводить спелеотуризм на территории Абхазии, чтобы привлекать больше туристов для посещения страны, конечно, надо выбирать те пропасти, которые в своем распространении не вертикальны, а как бы горизонтальны. То есть было бы легко посещаем, легко проходим и так далее. Савелий Михайлович, спасибо. И вы упомянули нашего коллегу Алхаса Смылу, сегодняшнего гостя, который организовал клуб любителей начинающих спелеологов. Прежде чем мы перейдем к основной нашей теме, это туризм, я хотел бы, да, вот, все-таки на спелеологии заострить внимание. Как вы, уважаемый Алхас, оцениваете сегодня рост интереса к спелеологии как со стороны туристов, так и со стороны местного населения? День добрый, коллеги. Сложно, скажу вам, сложно сегодня человека завлечь, заинтересовать спелеологией. Сегодняшние интересы ребят чуть-чуть другие. Ну, в туристических сферах, наверное, это из-за того или из-за чего, не знаю, но заинтересовать человека сложно спелеологией. И несколько ребят удалось собрать мне, группу создать и начали работать, просто работать. А потом люди подтянулись, рядом стали. Спасибо огромное Жаклин Чичбая, это супруга Гиви Смыр. Она очень сильно помогла, помогает, рядом стоит Фат Смыр, там, а многие другие, которые рядом стоят, помогают нам при создании клуба, при всем этом. У ребят есть интерес, все, пещеры наши растут, начали с малого, пещеры наши растут, все больше и больше элементов, с элементами знакомлю их, с большим интересом все воспринимают. А в дальнейшем, возможно, будут у нас выезды, может быть, туда же, к вам в гости, в Крым, возможно, в Воронцовске, здесь, в Сочи. Ну, в дальнейшем это время покажет. Ну, по поводу
пещер туристических, ну, надо рассматривать пещеры, надо оценивать ситуацию, насколько это возможно по экологии, по загрязнению, там, не знаю, там надо подумать. Много вопросов у экологов тоже в этом плане. Да, да. Анна, скажите, пожалуйста, вот ваш коллега Борис говорил о том, что можно использовать, да, вот такие региональные бренды, как Севастопольская тропа, ну, вот по такому же принципу. В Абхазии, как вы оцениваете взаимодействие между Абхазией и Крымом? Вот с учетами схожести климата и природных условий, насколько мы друг другу можем быть интересны и в туристической сфере какие совместные проекты могли бы реализовать? Ну, мне очень приятно всех приветствовать Крым. У нас с Крымом давно уже очень добрые, теплые отношения. Первый туристический форум, который мы делали в Абхазии, он стал международным благодаря тому, что к нам приехала делегация из Республики Крым. И мы не только сейчас начинаем эти отношения, они у нас уже давно сложены. И да, рекламные туры, они существуют. И мы ездим в Крым на ваши все форумы, мероприятия, с удовольствием в них участвуем, обмениваемся с коллегами своим опытом. Есть то, в чем мы очень сильно похожи, и есть то, где вы нас уже обошли. Вы развиваетесь намного интенсивнее и быстрее, чем мы. Но есть к этому свои, соответственно, основания, потому что по большому счету то, как развиваемся мы, тоже очень интересно в том плане, что мы не бурное так развитие не ведем, но мы глубину вот этой работы проводим на местах очень много. Мы сейчас работаем с Абхазским государственным университетом. Послушав коллег и послушав научную среду, понимаешь, насколько наш мир хрупок, насколько экосистема сложна и хрупка в то же время, как важно ее сохранить. Мы туристические организации, конечно, смотрим на это все с одной стороны. Туристы смотрят с другой стороны. А научный мир нам говорит о том, что, ребята, сохраняйте и берегите то, что у вас есть. Что касается именно межсезонного туризма, это очень важная такая составляющая и для нас, и для Крыма, и развивать именно это направление. Мы говорим об этом очень давно. Все, что касается оздоровительного туризма, как правильно коллега заметил, это то, на чем мы можем именно действительно продлить наш сезон. Потому что как пляжный отдых нас рассматривать можно только летом, но мы все знаем, что насколько мы до 92 года, да, до вот этого вот провала до 2008 года, пока к нам не ехали туристы, мы потеряли всю эту базу. Но мы хорошо очень в советский период развивали именно оздоровительный туризм, и очень много здравниц было именно в Абхазии, ну так же, как и в Крыму. У вас есть там оздоровительные комплексы, у вас есть всем известные Саки, где комплекс очень большой, очень интересный, очень глубокий, и все о нем знают. Я думаю, что если обмениваться опытом и развивать именно эту тему, именно тему оздоровительного туризма, и после пандемии особенно мы все задумались о том, как развивать именно эти комплексы. Сочи, кстати, от нас очень далеко уже ушли. Они обскакали и Крым, и Абхазию, я так думаю, все-таки, потому что они здравницами занимаются давно и продвигают их. Поэтому я думаю, что на это стоит нам обратить всем внимание. Вот. И эту тему мы будем поднимать в этом году на форуме. Приглашаем вас посетить его в октябре. И один день полностью будет посвящен оздоровительному туризму, санаторно-курортной сфере. И я думаю, что нам тоже будет всем интересно пообщаться с крымчанами. Вот. Но не стоит забывать нам еще и про такую очень важную вещь, как событийный туризм и гастрономия.
То есть это вот все, что вы говорите про всякие интересные туры, исторические, архитектурные, то, что связано с нашей историей, с археологией той же самой. Мы должны обратить внимание на то, что мы не привлечем туристов в эту тему, пока мы не дадим продукт, пока мы им не покажем то, что у нас действительно есть, и действительно эта составляющая присутствует. Все едут на попсовые места, как мы все знаем, да, которые везде пользуются спросом. А пока мы не дадим именно продукт исторический тур, тогда давайте его продвигать, давайте о нем говорить. Можем сделать исторический тур совместно с Крымом. В Крыму посвящен он будет Великой Отечественной войне и нам. Но туда нужно добавлять, молодежи не будет интересно в эти туры попадать, если там не будет каких-то интересных активностей и квестов. Если мы будем вот именно в эту сторону развиваться, то тогда новые какие-то направления, именно новые все сезонные истории, они будут работать. Потому что сейчас, если аналитику убрать, даже этого года, у нас очень много едет, в основном это семейный турист. А молодежный туризм и даже перед пенсионный возраст, людей 55 лет и выше, они едут к нам теперь уже реже. И в основном заинтересованы люди где-то примерно с 28 лет до 50 лет. Может быть, это сезонная история. Мы потом еще аналитику проведем и посмотрим. Ну, конечно, эту тему можно о ней говорить очень долго. Очень интересно, да. Да, спасибо, Анна. Я передаю слово коллегам в Крым. Спасибо. И как раз-таки, Игорь Борисович, у меня, наверное, в продолжении будет вопрос. Сухум наступает на пятки. Сочи немножечко благодаря Олимпиаде оторвалось. Как нам, Крыму, не потеряться вот в этой конкуренции? Какие у нас основные болевые точки, которые нужно решить, чтобы у нас действительно был качественный круглогодичный сезон туристический? Тут есть такой путь. Мы должны основываться на точках притяжения. То есть сейчас точкой притяжения в Крыму, частью Абхазии выступает купально-пляжная рекреация. То есть все туры, которые мы говорим, это там исторические туры, это все виды специализированного туризма. Они пока не дают массового. То есть если мы будем на первом этапе привлекать туриста именно купально-пляжной рекреации и добавлять в продукт историческую информацию, исторические туры, исторические экскурсии, и потом, постепенно развивая инфраструктуру и методику, это может дать определенный момент. Но и вторая точка, о которой мы говорили, массового тоже туризма, это, конечно же, оздоровительная база и оздоровительный туризм. То есть, если в сезон будет выступать это именно пляж и море, солнце и море, то в межсезонье это оздоровление. И к этому опять можно добавлять экскурсионную часть. А что касательно интересного опыта, который мы можем взять у Абхазии, связано с тем, что у нас у всех сосед Краснодарский край. И Абхазия стала таким элементом экскурсии одного дня, когда из Сочи откуда-то выезжают специализированные автобусы. У нас в Крыму такого никогда не было. И последние несколько лет после строительства и запуска Крымского моста у нас появилась такая форма туризма, когда туристы из Краснодарского края на один день приезжают в Крым, смотрят все наши основные объекты и обратно уезжают в Геленджик, Анапу, ближайшие курорты Краснодарского края. И вот нашего опыта приема таких туристов для наших внутренних, скажем, туроператоров и экскурсионных бюро нет. И поэтому организуют обычно экскурсионные фирмы именно Краснодарского края. Вот этот вот опыт, который я знаю достаточно богатый в Абхазии, это тоже может пригодиться и нашей сфере, и мы можем чем-то тоже поделиться. Это вот такой интересный момент. Я предлагаю еще круче сделать наподобие Золотого кольца Крым, Краснодар, Абхазия и делать такую комплексную экскурсию на несколько дней. Возможно, это как один из выходов из ситуации. Я предлагаю дать слово нашим журналистам. Если у них есть вопросы, пожалуйста, микрофончик возьмите, пожалуйста. Спасибо большое. Ирина Камышева, РИА Новости Крыма. У меня действительно есть вопросы к нашим коллегам из Абхазии. Вот хотелось бы более подробно, вы уже говорили о том, что развивается сотрудничество, и что крымчане очень активно
ездят в Абхазию, да, и там есть что посмотреть. Вот все-таки хотелось бы несколько объектов, да, вот что такого я, как турист из Крыма, могу увидеть в Абхазии, а вот чего нет у нас. Вот если можно, разрекламируйте нам немножко Абхазию. Я так думаю, что мы, наверное, Геннадий Викторович, вас послушаем, и потом все-таки хотелось бы коллег из Сухум послушать. Они-то больше знают, чем может быть полезнее. Нет, вопрос. К ним и вопрос, да. Ну, у вас нет озера Рица. А если на самом деле серьезно, то мы очень многим похожи, но я, например, в прошлом году для себя открыла горную систему Крыма. То есть раньше для меня Крым действительно был это только побережье, правда, честно, и ваши бесподобные дворцы и сады. Это то, что я всегда любила посещать. А в прошлом году для меня моя подруга, коллега из именно туристической сферы в Крыму сказала: а давай я тебя повезу такой удивительной дорогой, и показала мне потрясающую горную часть Крыма. Но, честно вам сказать, у вас нету альпийских лугов, у вас нет высокогорных вершин, у вас нет высокогорных озер. И именно это направление горного, например, туризма, мы можем вас этим удивить. У нас есть потрясающие горные туры. Вот у нас самый продаваемый тур был в 2021 году, и он сейчас продолжает продаваться. Это 6 дней у моря и 4 дня в горах. И люди, видимо, засидевшись дома, с удовольствием жили и у моря, потом отправлялись в горы, видели эти жемчужины в горах, вот эти все озера чистейшие, красивейшие, дышали этим горным воздухом, высокогорным воздухом, потому что у вас горы есть, но все-таки у нас высокогорные горы. И, не знаю, может быть, коллеги дополнят, я еще могу что-то придумать и рассказать, но все-таки мы похожи, но этого у вас нет. Позвольте мне, да? Да, Сергей Михайлович, пожалуйста. Ну, конечно, говорить о туризме можно без конца, но надо и необходимо разработать такой бренд, который тянул бы туриста. Я имею в виду, вы все знаете и помните, наверное, о Тисо-Самшитовом роще, Хосте, это Сочи. К сожалению, из-за нашествия огневки Самшит там пропал, и, соответственно, вся красота, она подевалась куда-то. Я в качестве пожелания нашим туроператорам, организаторам туризма хотел бы сказать, у нас в Абхазии, к счастью, пока кое-где сохранился Самшит, и можно вот такие вот экологические тропы открыть. Ведь эти уникальные растения, которые растут в трещинах скал, в генетической памяти которых зафиксирован динозавры, различные доисторические животные. И вот сделать акцент на этом, я уверен абсолютно, что притяжение будет достаточно. Но здесь есть один большой-большой минус, который наблюдается и сегодня во время оживленных экскурсий различных трасс. Я имею в виду растения, которые произрастают в трещинах скал, доступных до вытянутой руки. Эти растения я наблюдал и много раз. Ну, красота необычайная. Конечно, манит человека. Сорвал, понюхал, не пахнет, и выбросил. А ведь это растение эндемичное, это реликтовое растение, которое выжило только в этих условиях. Вот эти моменты совместно надо обработать и обсудить, и притворить. Уверен абсолютно, что интерес будет огромным. Спасибо, передаем. Спасибо, это интересно было, мы действительно это примем к сведению, но мы обычно прячем эндемики теперь уже от туристов. Мы их даже не показываем. Да показывайте, где повыше. Потому что правда рвут, вы правильно говорите.
коллеги, передаем вам слово. Геннадий Викторович, ну давайте вы вдоль поперек Абхазию прошли, у вас тоже есть свое мнение, что стоит нашим туристам посетить, может быть, какие-то там дальние деревни, парки, не знаю, какие-то заказники, что можно, вот, чем можно нашего туриста привлечь именно в Абхазии? Что привлекает в межсезонье? Мы часто бываем в зимний, весенний период, осенний, когда море уже не является главным, это горячие источники. Мы знаем, что горячие источники, я видел, как преобразовывались эти горячие источники из просто какой-то лужи с грязью, да, они превращались в жемчужины. Постепенно превращается, это не совсем источник, это скважины с горячей водой, но на их основе получаются интересные точки притяжения и точки показа, центры консолидации людей, туристов. Туда приезжают большие автобусы, тысячи людей посещают эти скважины, и они сейчас развиваются. То есть это развитие, в Крыму тоже такие есть скважины, но они практически не используются сейчас, к сожалению. У нас похожие источники есть тоже. Но в Абхазии это очень здорово сделано, и вот на последним, каждым годом видно, что люди с любовью подходят к благоустройству этих объектов. Это вот одно из направлений, которое бы я хотел порекомендовать, посмотреть, если люди приезжают в Абхазию, то обязательно посетить разные источники, и разные, они сейчас открываются все время новые. Конечно, интересно Альпийские луга, я с вами совершенно согласен. Альпийские луга, но Альпийские луга еще все-таки недостаточно этих глэмпингов. Они уже кое-где построены, глэмпинги, но они еще не в том количестве, чтобы охватить массовый туризм. То есть они есть только небольшими участками. А глэмпинг – это в этом, я считаю, одно из направлений развития горного туризма и в Крыму, и в Абхазии, безусловно, тоже. Потому что вот это и зеленый туризм, и глэмпинги, они все взаимосвязаны. И я очень часто общаюсь с пастухами. Та еда, которая производят пастухи, она сейчас на вес золота, потому что их мало осталось. Люди считают, что экологически чистые, и они уже расписаны на много вперед. Это крайне важно. Посетить, попробовать именно экологически чистый сыр в Мацоне, это, конечно, то, что нужно попробовать, чтобы все туристы попробовали, как это есть на самом деле с магазина, а непосредственно с балагана. Что ты приезжаешь, тебя угостили. Это крайне значимо, крайне важно. Ну и, конечно, есть бренды, которые действительно, как у нас «Севаческое гнездо», там есть много брендов. Это и Рица, это и Афон, весь комплекс Афона, это безусловно. Ну, это то, что все показывают. Но из таких изюминок, конечно, это Альпийские луга, я с вами совершенно согласен. И вот горячий источник. Конечно, очень интересная техногенная структура. Мне интересно, как раньше развивалась промышленность, которая сейчас, к сожалению, вот эти шахты, они заброшены, и туда, если подъехать, посмотреть, это тоже очень интересно. Это интересные объекты, которые мало кто до них доезжает. Это уже ближе, дальше на восток, но, тем не менее, если все-таки интересные объекты, можно посмотреть. Такой себе промышленный туризм. Да, еще, конечно, хотелось бы упомянуть, что мы с Игорем Михайловичем обсуждали возможность, вот как будет проводиться по туризму совещания. В Советском Союзе проводились всесоюзные совещания по карсту. 2 совещания такие были в Сухуме, если не ошибаюсь, в 70-е годы. То есть мы обсуждали с Игорем Михайловичем и обсуждали с Баром Роман-Саидовичем, что можно провести такое же совещание и в Сухуме в ближайшее какое-то из время. И в этом, если в следующем году наметить за год заранее, провести всех спелеологи, например, в конце августа, когда все разъезжаются, собрались в Сухум, приехали, провели отчетное научно-практическое совещание по карсту и спелеологии. Это то, что вот всероссийское и абхазское совместное международное совещание, которое пригласили бы всех. Можно там пригласить армянских коллег, потому что у них тоже мы с ними активно работаем. Вот. Ну а по поводу Абхаза я бы хотел тоже проговорить, что у нас регулярно проводится обучение по спелеотехнике в Крыму. Конечно, мы вас приглашаем, приезжайте в Крым, мы проведем обучающее мероприятие. Мы планируем приехать как раз вот в середине августа, приехать на Джернас, это над Гаграми. Пещеры, они не глубокие, там порядка 50-60 метров до 70 метров, но они очень перспективные для нахождения крупной гидросистемы. Мы можем войти в нее. Это 500 метров над уровнем моря, машина подъезжает прямо к лагерю. Подготовленная машина, то есть можем совместно посотрудничать. Ну и еще вот если по бренду, то помните, у нас был такой совместный Крым и Кавказ, объединял Крым и Гагры, объединял Крымско-Кавказский горный клуб,
который был создан еще в конце 19 века, в 1890 году. И это была и Ялта, и это была Гагра. Все взаимосвязано. То есть это была единая структура, Крымско-Кавказский горный клуб. О возрождении этого клуба много говорят, но только говорят. Этот бренд пока не используется ни Кавказом, ни Крымом, в полной мере. Там есть, конечно, но по сути нас объединяло и Гагру, и Ялту, объединяло вот это вот сообщество высшего света, да, скажем так, которое объединялось и принципы, и все там высшие люди государства империи российской. Вот это как раз тот бренд, который может объединить и объединяет фактически Абхазию и Крым. Спасибо большое. Еще вопросы? Вопрос к крымским коллегам. Геннадий Викторович, вот говорили коллеги из Абхазии о том, что чистота воды напрямую зависит от того, как человек бережно относится к воде, к пещерам. Если мы не загрязняем, значит, на выходе получаем чистую воду. Вот хотелось бы знать, существует ли такая проблема в Крыму и от какого вида загрязнений страдают наши пещеры и наша вода, как следствие. Вы знаете, вы помните, когда у нас было перекрытие Северокрымских каналов, всегда была проблема с водой. И когда у нас спрашивали у ученых, скажите, что у нас с водой? Как там, расскажите. А мы отвечаем, мы не знаем. Почему не знаем? Потому что в Советском Союзе у нас было порядка 190 гидропостов по всей территории Крыма. Сейчас осталось менее 30. И как мы можем знать, что происходит, если у нас нет мониторинга, если мы не знаем динамику развития гидросистем всех и поверхностных, и подземных? Крымский федеральный университет сейчас совместно с Институтом водных проблем Российской академии наук уже третий год работает по водной безопасности Крыма. У нас большой проект. Мы пытаемся понимать, какая часть воды приходит с осадками, какая подземные воды, какая скорость движения подземных вод, глубинные горизонты, когда мы сейчас используем артезианские воды, эти воды пополняются через 400 лет. То есть мы пьем воду, которую, например, на северо-востоке Крыма добываем, мы этой воде около 300-400 лет. То есть она наполнится потом уж. Мы должны очень бережно использовать подземные воды. Не только подземные воды, но и, безусловно, поверхностные. Насчет безопасности, насчет чистоты, это, конечно же, есть проблема. Сейчас для равнинного Крыма это большая проблема засолонения. То есть интенсивные откачки сверх допустимых норм подтягивают морскую воду в эти горизонты. Происходит засолонение воды. То есть из питьевой она превращается уже в непитьевую, требующую специальной дополнительной очистки, которая очень сложна. Это тоже, на сегодняшний день это большая проблема. Конечно же, Северокрымский канал вроде бы решил проблему, но сейчас, видите, опять возникают некоторые, по крайней мере, некоторые заминки на некоторое время. Надеюсь, что очень быстро все это как можно быстрее решится. Но и по Абхазии, и по Крыму проблема карстовых вод – это самая главная проблема. Мы должны понимать, как они работают. Мы должны четко знать по науке, как они образуются, пути их движения и как их использовать. Насколько происходит буферная зона, как они очищаются под землей, очищаются ли они. То есть это мы все это знаем, для этого нужно вести мониторинг, для этого нужно вести постоянно научные исследования, что, в общем-то, делают и абхазские коллеги, и крымчане. И, конечно, если поговорить про туризм, то вот нам все-таки не хватает, как бы правильно сказать, концепции, глобальной концепции развития туризма на 10, 15, 20 лет вперед в Абхазии и в Крыму, чтобы мы четко понимали, как это стратегия развития туристической отрасли. В Крыму это дело делается, развивается. В Абхазии, надеюсь, тоже, что в ближайшее время будет представлена стратегия правительством республики, чтобы вы понимали, что не просто вот точечно, а мы знаем, куда мы движемся целево, и вот на этот стержень нанизываются уже все остальные проекты. Еще будут вопросы? Да, если можно, у меня есть еще один вопрос к нашим уважаемым участникам из Абхазии. Вероятно, больше всего это для Савелия Михайловича. Вот мне недавно удалось пообщаться с учеными из Донецкого государственного университета. Они сейчас живут в условиях боевых действий, и они начали проводить такие исследования, как боевые действия влияют на природу. Насколько она страдает и насколько быстрыми могут быть потом темпы ее восстановления. В Абхазии, к сожалению, тоже эта проблема существовала.
и существует наверняка. Вот хотелось бы спросить, насколько у вас природные объекты пострадали от войны и восстановились ли они сейчас, проводятся ли исследования вот в этой сфере, да, то есть как восстанавливаются, есть ли какой-то опыт в этом плане? Ну, вопрос ужасный. Ну, отвечу. Да, на самом деле боевые действия не могут не оказать на окружающую среду воздействия. Если говорить о войне, которая прошла у нас в Абхазии, в частности, не буду говорить в природной среде, а вот в городской части есть такой знаменитый сад, как Сухумский ботанический сад, на территории которого взорвались несколько сот бомб. При этом пострадало очень много растений. Одно из таких растений после войны, я, к сожалению, ее видел, пальма с 1,5-метровым диаметром, это слоновая пальма, юбея чилийская, она вот сложилась вот так. И печально было смотреть в течение 3 лет, пока эта пальма стояла там. Теперь в естественной среде. Конечно, пулевые раны, они наносятся не только на человека, но и на растительный мир. Деревья после войны, там, где проходили боевые действия, были изранены. Погибло очень много растений. Ну, как и любая рана, эти раны тоже заживают. Спустя 30 лет после войны, конечно, вырос новый лес, выросли новые растения, но при этом остались древние останцы с ранами и не сломленными. Вот куда можно проводить еще очередные экскурсии, проводя экологические тропы, показывая ужасы войны. И одновременно проведя воспитательную, если будет речь идти о школьниках, о молодежи. Если продолжая тему, что развивал, если я удовлетворил этот вопрос своим ответом, то я хочу продолжить немного и тему, которую затронул Геннадий Викторович, относительно чистоты рек. Кстати, по-моему, вы ее и задали вопрос, чистоты воды. Ну, как известно, Бзыбские и Гагарские хребты наши, они сложены в основном известняками. Такие крупные реки, как Псоу, как Жой-Квара, как Бзыб, как Кумиста, как Хыпста, ну, остальные помельче не буду говорить, ввиду того, что они все протекают по известнякам, а известняки имеют такое свойство выщелачиваться. По школьной программе мы все помним, что под действием воды вот кальций СО3 легко разлагается. И потому все воды, которые несут наши реки, можно сказать, они минеральные, то есть гидрокарбонатные. Стоит только провести самую малую очистку, и готова минеральная вода ежедневно сотнями тысяч тонн вливается в Черное море. Далее, развивая тему туризма, я хочу для наших коллег здесь в Абхазии сказать. Не секрет, что у нас в Абхазии действует 4 особо охраняемых природных территории. Это 2 национальных парка и 2 заповедника. Готовится материал по созданию очередной территории особо охраняемой. Это в Восточной Абхазии. Восточная Абхазия интересна еще и тем, что это неизвестняковая часть. Эти горы сложены совершенно другими породами. И, соответственно, характер растительности там немного другой. И вообще природа немного другая. Но прелести у этой природы и там предостаточно. Я думаю, что недалек тот день, когда мы российским туристам покажем Абхазию, еще и другую Абхазию, неизвестняковую Абхазию.
Спасибо, Савелий Михайлович. Мы передаем слово в Крым. Вот у меня тоже будет, наверное, к Савелию Михайловичу вопрос. Мы здесь, на нашей крымской площадке, не раз поднимаем вопросы эти, особенно в преддверии курортного сезона. Это как сохранить баланс между рекреацией, между туризмом, развитием туризма и сохранением того природного богатства, которое имеется и у нас, и у вас. Какая работа проводится в основном вашими силами для того, чтобы, понятное дело, что необходимо, люди едут за этими природными богатствами и к нам, и к вам. Нельзя ограничивать там посещение, может быть, каких-то заповедников. Но какая работа все-таки проводится, чтобы сохранить то богатство, которое нам досталось вот от природы? Спасибо. Особо охраняемые природные территории создаются для того, чтобы сохранить в первозданном виде вот эти природные комплексы. Но и тем не менее в этих природных комплексах проводится рекреационное районирование, и по этому районированию есть места, которые допускают туристов, то есть места, где можно проводить ограниченный туризм. Но при этом есть места строго заповедные, куда невозможно попасть без специалистов. И только специалисты могут попасть. И вот я сказал, таких территорий у нас 4, а в каждом из этих территорий есть там, где можно проводить рекреационный туризм. Так что, если мы объявили особо охраняемым природной территорией ту или иную часть Абхазии, то это не означает, что нельзя посещать. Можно посещать, но ограниченно. А относительно поведения туриста, конечно, сталкиваемся с различными, я вот говорю как эколог в данный момент, не имея абсолютно никакого отношения к туризму, там, и еще каким-то рекреационной деятельностью. Скажу как эколог, конечно, у нас в Абхазии не хватает мероприятий для проведения экологического образования населения. Я это, к сожалению, подчеркиваю. Конечно, это необходимо, наверное, будущее поколение будет и более ярче подходить к этому вопросу. Начинать необходимо надо с детских садов, ибо сегодня к нам приезжает российский турист, который объездил весь мир. И тем не менее, поверьте мне, у нас остаются вопросы к нему тоже. Так, чтобы все эти вопросы исключить, конечно, надо проводить экопросвещение во всех, где это возможно, местах. Спасибо огромное. И, Игорь Борисович, наверное, к вам еще один вопрос будет. Мы понимаем, что развитие туризма – это хорошо, но у нас есть где-то, может быть, смежные научные сферы, которые тоже, по сути, связаны с туризмом, и, может быть, они развиваются у нас, и какие вы видите еще сферы науки, которые можно было бы совместно развивать? Например, климатология или сейсмология, к примеру, это тоже может влиять на нашего туриста, который и к нам едет не только с Абхазии, но и из других регионов России. Да, но вот касательно сразу, эти, кстати, вопросы очень связаны, касательно вот этой проблемы экологического воздействия, то есть вот этого воздействия туристов на непосредственно природную среду. Сейчас в Российской Федерации уже несколько лет, как минимум 2 года, активно поднимается вопрос продвижения и пропаганды экологического туризма. Экологический туризм – это достаточно сложное понятие сейчас в науке, то есть точного его определения нет, но есть 2, в принципе, лагеря ученых. Одни это показывают как туризм в нетронутой территории, то есть показать туристу, что какая была раньше среда, какая она осталась нетронутая. А вторая часть – это включение обязательного мягкого такого сопутствующего экопросвещения. И вот посмотреть нетронутую территорию, заодно получить вот эти знания,
и отчасти даже умение, да, обращаться с нетронутой природной средой, это как раз один из пунктов такого вот экологического туризма, который нужно активно развивать, и как раз он поможет решить часть вот этих проблем воздействия. Это первое. А касательно смежных различных моментов, да, сейчас у нас идет и глобальное потепление, различные изменения, но так складывается сейчас динамика атмосферы, так складываются различные моменты, что для Абхазии, для Крыма, наоборот, складываются достаточно неплохие условия. Мы даже можем наблюдать антициклон, который сейчас стоит над Европой, да, над Западной Европой. У нас достаточно комфортная погода, и то же самое примерно наблюдается в Абхазии. И один из таких вот следствий – это немножечко продление, можно сказать, этого сезона. То есть прошлый год и позапрошлый это показал. То есть у нас более теплые погоды держатся уже сентябрь, начало октября. И вот эти вот смежные моменты, связанные именно с изучением атмосферы и других моментов, сейчас дает нам достаточно неплохие результаты, что может сказаться только положительно на туристической отрасли. Спасибо большое. Инал, будут еще вопросы с вашей стороны? Нет вопросов. Замечательно. Я думаю, что у наших журналистов тоже не осталось вопросов, поэтому нам остается только поблагодарить наших спикеров, пожелать нашим коллегам и их гостям хорошего курортного сезона. Спасибо большое спикерам в Симферополе за то, что нашли время, пришли, пообщались с нами. Журналистам тоже огромное спасибо. Наша пресс-конференция окончена.